Аԥсны реизара аԥсабара хархәареи аекологиеи, аекономикеи, афинансқәеи рхеилагақәа имҩаԥыргеит инарҭбааза аилатәара. Уахь ааԥхьара рыман Аԥсны апыза-министр ихаҭыԥуаҩ Беслан Ешба, аекономика аминистр Давид Ирадиан, аекологиеи, аԥсабара хархәареи рзы аҳәынҭқарратә еилагахантәаҩы Роман Дбар, агеологиеи, агеодезиеи, ахсаала ҟаҵареи рзы аусбарҭа аиҳабы Адамыр Аҳәба. Иалацәажәон Аԥсны иахьаҵанакуа анефт аԥшаара амҩаԥгаразы ареспублика аиҳабыреи, Урыстәылатәи аилахәыреи рнапы знырҵаз аиқәышаҳаҭра. Сегодня на повестке дня один вопрос. Вопрос касается сотрудничества в области разведки и добычи углеводородов на территории Республики Абхазия. Как известно, этот вопрос волнует всех жителей нашей страны. У общества встают закономерные вопросы. Нужна ли нефть в стране? Законны ли ранее подписанные соглашения и так далее. Я думаю, что как бы вы нас пригласили, мы постараемся ответить на вопросы, те, которые поставлены, которые мы слышим в обществе. Вообще-то, на мой взгляд, казалось, что мы частично на них ответили, когда была встреча в Общественной палате. Я так понимаю, что все равно нам надо сегодня ответить еще на ряд вопросов, которые возникают по ходу или могут возникнуть. Я думаю, что нам пока надо обозначить, что мы обсуждаем, какие проекты. Это Гудаутский шельф или это проект, предполагаемый по восточно-абхазскому участку, или это наше угленосное месторождение по поводу добычи угля в Подчерском районе. Важно озвучить перечень всех документов, которые были подписаны по данной теме. В Абхазии подписываются документы в качестве соглашений и принимаемых решений, а также договоров между ведомствами и инвесторами. Значит, какие документы на сегодняшний день подписаны? Это соглашение, о котором вы говорите. По восточному участку больше нет никаких документов, кроме обращения компании, которая зарегистрирована в рамках подписанного соглашения. Называется компания Апсны Ойл, зарегистрировала ее компания ННК, как было там подписано в соглашении, я думаю, вы читали. Есть ее обращение на право предоставления на предмет геологического изучения, а дальше разведки и добычи углеводородов в восточно-абхазском участке. Первое. Второе. Что касается Гудаутского шельфа, о котором мы говорим, тоже нефтегазоносного. Значит, по нему, уважаемый Давид Акович, я вас прошу доложить вопрос в плане выпущенного распоряжения, подписанных документов, лицензионных требований. Касается Гудаутского участка акватории Черного моря, по нему было издано распоряжение Кабинета министров в апреле 2013 года, в котором содержались уже в приложении все лицензионные условия, и в соответствии с поручением, которое было дано Министерству экономики, был подписан в полном соответствии с этими лицензионными условиями лицензионный договор. Это соглашение второе, первое решение и соглашение были приняты в 2009 году, они касались геологического изучения. Данное соглашение касается геологического изучения, а также в случае обнаружения месторождения, разведки последующей и добычи углеводородов. Такая ситуация. Других документов там нет. Потому что это касается геологического изучения и исследования, поэтому данные материалы, которые переданы по результатам, Роман Сыдович прокомментирует этот вопрос. В декабре 2009 года была Реншельф Абхазии, стопроцентное дочернее предприятие Роснефти, которое приступило к геологическому изучению шельфа в районе лицензионного участка Гудаутского. И были проведены изыскания, которые включают в себя сейсморазведку. Это в объеме 2D и 3D на отдельных участках в общей площадью 3000 квадратных километров. Таким образом, помимо сейсморазведки были произведены гравиметрия, это исследование магнитных аномалий в районе, а также проведена экологическая съемка. При этом были извлечены более
1500 проб грунта с этого участка. Обработкой всех этих материалов занимались ведущие учреждения Российской Федерации, такие как Институт океанологии и профильные исследовательские геологические, учреждения. При этом за все это время полученные результаты были интерпретированы и предоставлены основные материалы, связанные с представлением о том, как выстроена геологическая структура лицензионного участка на этом участке шельфа. Все эти материалы предоставлялись Роснефтью. Во-первых, они устраивали регулярно в соответствии с принятым регламентом, проводили общественные слушания с приглашением журналистов и заинтересованных организаций, предоставляли все данные о результатах своей деятельности. Что касается того раздела, который касается экологии, я могу сказать, что все данные ежегодно после обработки в бумажном и на электронных носителях поступают в наше ведомство. Экологическое ведомство получает материалы по состоянию экологической среды на участке исследований. Это так называемые фоновые экологические исследования, включающие в себя абсолютно все параметры экологической системы, начиная от планктона, бактерий и заканчивая дельфинами и птицами, рыбными ресурсами, а также гидрохимия, то есть касающаяся состояния качества вод на всех уровнях, начиная от нулевого горизонта и заканчивая глубиной 1500 метров. Объем исследований, как я уже неоднократно говорил, он беспрецедентен, потому что количество сведений и данных, полученных за это время пятилетнего исследования Роснефтью этого участка, он беспрецедентен, потому что за и советское время никогда не производилось такого количества исследований в этом районе. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы в случае ухудшения или изменения природной среды всегда можно было бы понять, насколько она изменилась, потому что компания несет ответственность за изменение и ухудшение природной среды, и это ее ответственность в соответствии с лицензионным соглашением. И она должна в этой ситуации изменить или, исправить произошедшие изменения. Большая часть лицензионного участка находится за пределами границ Республики Абхазия. То есть, почти 85% лицензионного участка Гудаутского находится за территориальными водами и находится в экономической зоне. Благодаря деятельности Роснефти сложилась такая ситуация. Роснефть инициировала в свое время принятие закона о экономической зоне, и таким образом ее хозяйственная деятельность, производящаяся за пределами территории республики, сегодня входит в экономическую зону республики, и она простирается сегодня до срединной разделительной линии Республики Абхазия между Республикой Турция. Благодаря этой зоне, она оказалась расширенной. И таким образом деятельность этой компании сегодня дает возможность фиксировать интересы Республики Абхазия в экономической зоне. Причем экономическая зона Республики Абхазия оказывается больше территории нашей республики. Изыскательские работы на шельфе Черного моря проводятся всеми странами Черноморского бассейна. Этим занимается Грузия, этим занимается сегодня Россия очень интенсивно. Есть такой вал Шацкого, который простирается фактически от Анапы до Сочи, до Лазаревского приблизительно. И таким образом, это перспективные участки, на которых сегодня уже ведутся изыскательские геолого-разведочные работы, геологическое изучение. Риски экологические существуют везде. Но если мы с вами откажемся сегодня от изучения,
возникнет такая ситуация, при которой все занимаются, а мы, значит, ставим себя в этой ситуации в состояние, значит, наименее защищенной позиции, потому что мы отказываемся от того знания, которое выглядит следующим образом. Хотим мы знать, есть ли у нас ресурс или нет его. Здесь, по-моему, нет равнодушных людей, тех, кто не хотел бы разработки и добычи нефти во благо народа Абхазии. Мы должны помнить, что какое направление экономического развития выбирает наша республика. То ли мы делаем акцент на экологическую привлекательность, туризм и аграрный сектор, или же республика пойдет от обратного, разработка углеводородов, или то, или другое. Для этого мы должны иметь четкое понимание государственной программы развития республики. Об этом часто в своем выступлении говорит депутат Микваби. Президент, обращаясь к парламенту, ни разу нам не дал четкого объяснения, за счет чего должна развиваться наша республика. Исходя из вышеизложенного, я хотел бы остановиться на правомочности заключения исполнительной власти соглашения между Республикой Абхазия и АО, то есть ОАО, независимая нефтегазовая компания, о разработке добычи углеводородов на территории Республики Абхазия, лицензионного договора 07/13 о пользовании недр Ткварчарского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, подписано между Министерством Республики Абхазия и ООО «Природные ресурсы Черного моря», договор номер 05/13, пользование недрами Гудовудского участка, расположенного на Абхазском секторе акватории Черного моря, с целью геологического изучения, разведки и добычи углеродного сырья, подписано Министерством Республики Абхазия, экономики Республики Абхазия и ООО, «Роснефть Шельф Абхазии». Я хотел бы здесь остановиться. Когда мы говорим о благих намерениях, мы должны понимать, что все-таки все это делается через закон Республики Абхазия. Как бы мы ни говорили, что там нужно, не нужно, никто не говорит, что разработка нефти это может быть даже необходимо, но это все покажет будущее. Конституция Республики Абхазия, глава 1, статья 5 гласит: земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан. Вопросы владения, пользования, расположения природными ресурсами регулируются законом Республики Абхазия. В данном случае регулирующим законом в сфере использования природных ресурсов является закон Республики Абхазия о недрах, где в абзаце 2 статьи 3 говорится: республиканские органы, исполнительной власти в пределах своей полномочий по согласованию с Народным собранием Республики Абхазия разрабатывают государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-силовой базы, рационального использования недр и по представлению органа управления государственным фондом, к сожалению, которого у нас сегодня нет. Все правильно, но закон так гласит. Фондом недр и под контролем Народного собрания Республики Абхазия решают вопросы недропользования, охраны недр и охраны окружающей среды, природной среды. Из вышеуказанного вытекает следующий вывод. Без одобрения парламентом Республики Абхазия государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минеральной сырьевой базы и рационального использования недр, исполнительная власть не имеет права заключать соглашения или договора с кем бы то ни было, тем самым подписав соглашение от 4-го, и здесь перечислены все договора и соглашения, которые были заключены. Такие стратегически важные, судьбоносные для нашего народа решения не должны приниматься единолично исполнительной власти, без согласования с парламентом республики, депутаты которого являются представителями народа, и без учета общественного мнения. И потом, при нынешнем росте коррупции в высших эшелонах власти, трудно поверить в ваших благих намерениях. При том, что нет ни одной попытки декриминализации власти высших и до чиновников местного значения.
Мы здесь собрались для того, чтобы выработать общий план для развития и подъема экономики нашей страны. Поэтому здесь не должно быть никаких двойных обидников, а наоборот с большим уважением. И в той части, где какие-то вопросы возникли, мы просто хотели бы сегодня решить, разобрать, а потом, может, впоследствии выработать еще какую-то стратегию, которая бы пошла на пользу, как говорится, нам всем, в том числе народу и государству. Значит, касаемо вот статьи 3, коль у нас пойдет разговор о ней, в принципе, то же самое, но мы выработали, поставили это как вопрос, и я хотел бы задать в такой форме его, а не в форме выступления. Разработана ли исполнительной властью государственная программа геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального использования недр? Это прямое требование закона Республики Абхазия об недрах. Создан ли государственный фонд недр? Если есть фонд, то были ли представлены органами управления Государственным фондом недр на разработку и добычу нефти в Абхазии? Это касаемо статьи 3. И если говорить сегодня, да, мы понимаем, если мы правильно изучили, сегодня, и вы, и мы пытаемся идти буквой закона и стараемся соблюдать закон. Поэтому сегодня мы знаем прекрасно, что ведутся производства в Абхазии, угледобыча, вывоз щебня и так далее, и так далее. И если не существует такая организация, то, к сожалению, это выглядит как незаконные действия. Но мы не можем остановить все производства и лишить страну прибыли, поступления в бюджет и так далее. Поэтому, может, на основании этого нам следует какие-то принимать тут решения в законе и так далее, чтобы прийти к чему-то. Но если есть какие-то организации, замещающие этот орган, то хотелось бы услышать просто от них, что это за организации. Но в таком случае в законе они просто не прописаны. Согласно поступившим документам, которые находятся у нас, между правительством и ОАО «Независимая нефтегазовая компания» есть соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов на территории Абхазии, а именно в пределах восточно-абхазского участка Ачимчира-Гал, это статья 2.3 данного соглашения. Есть ли аналогичное соглашение правительства с ООО «РН Шельф Абхазия», с которым Министерство экономики подписало договор пользования Гудаутским участком недр, на основании чего Кабинет министров распоряжением за номером 18 от 22 апреля 2013 года предоставил ООО «РН Шельф Абхазии» право на геологическое изучение, разведку, добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря. Чем мотивирует правительство тот факт, что в соответствии с пунктом 3.16 договора номер 0513 о пользовании недрами Гудаутского участка в соглашении с независимой нефтегазовой компанией, подписанным премьер-министром республики, в преамбуле заявлено, что правительство заинтересовано в проведении комплексных мероприятий, результатом которых будет развитие нефтегазового сектора экономики Абхазии. Я, в свою очередь, понимаю, что сегодня все мы впервые сталкиваемся с подобного рода разработками и так далее. Предложил бы, наверное, изучить опыт, может быть, других стран. Что служит основанием для правительства принимаемых решений, которые вы здесь изложили, которые были вам представлены еще в декабре месяце прошлого года? Официальная переписка у нас имеется. Это просто для тех, кто торопится всем рассказать, что у нас есть некое недоразумение между мной лично и спикером парламента о том, что я не информирую или ввожу кого-то в заблуждение. К
смею вас обрадовать тем, что такого нет. На письменные просьбы отдельных депутатов был дан ответ и были приложены документы. Если нарушены внутренние коммуникации среди депутатов, мы в этом не виноваты. Мы представили в оба комитета, как мы это понимаем. У нас есть исходящие и входящие бумаги. А официально на имя спикера документ не присылался. Потому что мы так считаем. И почему мы так считаем, я сейчас зачитаю. Основанием принимаемых решений правительством Республики Абхазия и подписываемых соглашений в сфере геологических изучений, разведки и добычи углеводородного сырья является закон Республики Абхазия о недрах от 30 июня 2004 года, который уже пошел в действие. Данный закон четко и однозначно закрепляет за органами государственного управления, то есть правительством Республики Абхазия, полномочия по решению вопросов, связанных с предоставлением недр, а также условия их предоставления. Так, в соответствии со статьей 4 указанного закона, к исключительной компетенции республиканских органов государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования относятся распоряжение Государственным фондом недр, установление размеров и порядка взимания платежей за пользование недрами, заключение международных договоров Республики Абхазия по геологическому изучению и использованию и охране недр, установление порядка пользования недрами и на их охраны, государственный контроль за геологическим изучением и рациональным использованием и охраной недр, а также установление порядка его проведения, государственная экспертиза, информация о разведанных запасах полезных ископаемых, иных свойствах недр, определяющих их ценность и опасность. В соответствии с законом о недрах, основанием получения права пользования участком недр в зависимости от вида пользования является решение правительства Республики Абхазия или решение органа управления Государственным фондом недр. Необходимо отметить, что во исполнение данного закона приняты подзаконные акты, которые детализируют и регулируют вопросы предоставления недр, в том числе и лицензирования. Я надеюсь, что в библиотеке парламента данные документы присутствуют. Это постановление правительства 7 и 8 года. Исходя из изложенного, действующее законодательство Республики Абхазия напрямую и четко делегирует органам государственного управления Республики Абхазия исключительные полномочия самостоятельно и в полном объеме реализовывать государственную политику недропользования в Абхазии. Также в статье 3 Закона о недрах предусмотрена возможность разработки исполнительной властью по согласованию с парламентом государственных программ по геологическому изучению недр, воспроизводству минерально-сырьевой базы и рационального использования недр. При этом указанный закон не содержит норм, предусматривающих обязательное предоставление недр исключительно в рамках указанных программ. Такого нет в законе, что именно в рамках этих программ надо предоставлять исполнительной власти данные недра. Указанная статья подтверждает такое же право на контроль парламента РА вопросов недропользования, что также соответствует полномочиям парламента Республики Абхазия на осуществление контроля за исполнением законов Республики Абхазия, вытекающих из конституционного законодательства Республики Абхазия. То есть у парламента есть возможность контроля исполнения всех законов и данного в том числе. Мы как трактуем и понимаем, что это касается именно этого, что принятые решения правительством контролируются исполнение, чтобы они были в рамках закона действующего. При этом контроль не может быть истолкован как непосредственное участие парламента Республики Абхазия при решении вопросов предоставления недр. Более того, любое иное толкование статьи 3 противоречит не только закону о недрах Республики Абхазия, а также конституционному принципу разделения властей, напрямую предусматривающий разграничение полномочий по принятию законов как исключительная прерогатива парламента Республики Абхазия и исключительно распределительные функции как исключительная прерогатива органов государственного управления Республики Абхазия. Я пройдусь по отдельным статьям закона, на основании чего были предприняты те шаги, о которых вы знаете. О подписанных соглашениях, о принятых распоряжениях и о подписанных документах Министерством экономики в том числе. Статья 6 Закона о недрах. Вид пользования недрами. Это очень значимая вещь, потому что тут включается разграничение между геологическим исследованием и разработкой и добычей. Зачитываю абзац. Геологическое изучение, исключающее поиск и оценку месторождения полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Это что касается геологического изучения. Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего, связано с ним перерабатывающего производства.
Недра могут предоставляться в этой же статье. Недра могут предоставляться в пользование одновременно для геологического изучения, поиска, разведки и добычи полезных ископаемых. В этом случае добыча может производиться как в процессе геологического изучения, так и непосредственно по его завершении. Что трактует эта статья, на наш взгляд? Что мы, если и даем лицензию, то возможность давать ее совмещенную на право геологического изучения, разведку и добычу, вот эта статья в том законе, о котором мы с вами говорим, это присутствует. Срок пользования. Участки нет, статья 10. Участки нет, срок пользования нет. Участки предоставляются в пользование на определенный срок или без ограничения срока. Это к распоряжению по РН Шельф Абхазии. На определенный участки, на определенный срок участки нет предоставляются в пользование геологического изучения. Написано 5 лет. Что прописано у нас в распоряжении. И что в случае подписания с ННК или выпуска каких-либо документов тоже предполагается данный срок. Это про сроки. Основание получения права пользования, о котором вы говорите, откуда брались эти разрешения, на чем они основаны. Значит, статья 11 данного закона. Основание получения права пользования участком недр. Решение правительства, второй пункт. Решение правительства Республики Абхазия при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, это значит изучив, обнаружив, когда он его выявил, да, проводившим работу по геологическому изучению недр, внутренних морских вод, территориального моря и континентального шельфа Республики Абхазия за счет собственных средств для целей разведки и добычи полезных ископаемых. И еще один пункт, который попадает под решение о выпуске документа, распоряжения, что касается компании РН Шельф Абхазия. В этой же статье, пункт 5. Решение органа управления государственным фондом для целей геологического изучения участков недр, в том числе участков недр внутренних морских вод, территориального моря и континентального шельфа. Что касается, значит, нашего взаимодействия с компанией ННК и куда попадает, под какой пункт это взаимодействие, почему мы считаем это законным действием. Да? Это пункт 4 той же статьи. Основание получения права пользования, где написано, что решение органа управления государственным фондом недр при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению участков недр за счет собственных средств для целей разведки и добычи полезных ископаемых. Это вот пункт 4 статьи 11, который попадает в наше взаимодействие с компанией НК. По вопросу лицензирования. Статья 12. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Здесь же в статье 12 пишется, что допускается предоставление лицензий на несколько видов пользования недр. А виды мы с вами обсудили в самом начале, что они могут быть разные. Да? Статья 14. Выдача лицензий на пользование недр участками недр. Значит, пишется такой абзац. Лицензия на пользование участками недр могут предоставляться для осуществления как отдельного вида пользования участками недр, так и для их несколько видов. В скобочках совмещенная лицензия. Статья 18. Организационное обеспечение государственной системы лицензирования. Это тоже закон о недрах. При предоставлении лицензий на бесконкурсной основе все виды согласований проводятся совместно с потенциальным пользователем недр. Это что касается вне конкурса, если проводить. Да? Оформление, регистрация и выдача лицензий на пользование недр осуществляется органом управления фондом недр. Так, порядок лицензирования пользования участками недр устанавливается правительством Республики Абхазия. Это статья 18. Государственная экспертиза запасов. Тоже понятно, что здесь прописано, не буду перечислять, будет потом интересно, значит, прочтете, тоже остается за государственными органами управления. Еще один маленький нюанс, это система платежей, тоже прописана за пользование недрами, прописана в законе за статьей 48, где прописано, что предусматриваются разовые платежи, предусматриваются регулярные платежи, предусматривается введение налога на недропользование, сбор, значит, оплата за информацию, если она присутствует в Государственном фонде недр. Теперь по поводу того, что кто выполняет функцию. Есть в развитии этого закона постановление правительства 21 января 2008 года за номером 182, где написано установить,
что Кабинет министров Республики Абхазия непосредственно осуществляет функции органа управления Государственным фондом недр, что не противоречит этому законодательству. Это про Государственный фонд недр, это я пытаюсь ответить на те вопросы, Ислам Шудикович, которые вы поставили. Я думаю, что наша правовая точка зрения в этом вопросе изложена вот в таком контексте. Когда говорим, что недры Республики Абхазия принадлежат народу, да, и вот такие вещи решать в рамках Кабинета министров, я считаю, что это неправильно. Это должно пройти обсуждение в парламенте, обсуждение должно пройти у народа, в общественных, организациях. Это не, когда говорится о том, что собственностью народа, может, кто-то путает, некие, министры, наверное, думают, что это только им принадлежит. Это принадлежит народу. И народ будет решать, что с этим делать, потому что мы знаем все-таки, что касаемо нефти, это не просто экономика, это еще и политика. И политика, большая политика. Некие государства, которые смогли правильно поставить, они живут и припеваючи. Которые не смогли правильно поставить, они сильно страдают. Это, пример Ирака, Кувейта, Ирана сегодня, вы знаете, в каком положении находится, страдает из-за своей нефти. Это просто так подходить к таким вещам нельзя, это стратегический вопрос. И просто в рамках какого-то кабинета наверху эти вопросы решать, я считаю, это неправильно. Никто кулуарно эти вопросы не решал. Соглашение подписано о сотрудничестве, дискуссии проходят дальше по принятию этих решений. Никто в закрытом режиме это не делает. Встреча была в общественной палате, встреча была у нас и на телевидении, если надо, еще будет. Да? Никто в отдельных кабинетах вопросы не решает. Информация открыта. А что касается предоставления документов, могу вам доложить, уважаемые депутаты и телезрители. 9 декабря документ попал в Министерство экономики, оттуда ушел 11 числом, укомплектованный в полной мере по подписанным документам. Ко мне попал документ 10 числа декабря месяца, после 4 числа подписания соглашения. В парламент, комитет по экономике попал 11 числа, на второй день. А говорить о том, что не проинформированы, еще раз я повторю свою фразу, которую сказал ранее, что данный документ, по-нашему, и этот, и другие, и все другие, о которых мы сегодня говорим, не требуют какой-либо ратификации или согласования с парламентом. Никого не собираемся оскорблять по этому поводу. Поэтому он не был официально направлен спикеру парламента для дальнейшей работы или проработки. Здесь четко надо понимать грань. Это не были закрытые документы. Министерство экономики открыто освещало их и подписание, и в кабинете министров, когда приезжал Эдуард Юрьевич, тоже было это открыто, и много было сказано в эфир, и журналистам в том числе. На каких условиях и каким принципам содействия это будет происходить, имеется в виду экологических, технологических и так далее. Мы что, враги народа? Или кто-то здесь любит больше нашу родину, чем мы? Я вас уверяю, что это не так. И кто-то, если попытается попачкать ручки в этом отношении или перетянуть на свою сторону решение вопроса, это тоже не секрет, это тоже быстро выйдет наружу. Поэтому говорить о том, что кто-то в каких-то кабинетах, каким-то правительством принимает решения, то считаю, что немножко не соответствует тем нормам, о которых мы здесь с вами обсуждаем. Конечно, никто за сомнение не ставит, что все эти недра принадлежат народу, и никто не собирается как-то распорядиться им, чтобы это не было для стороны полезно и так далее. И говорить о том, что информация скрыта и скрывается, я так не могу, потому что именно сегодняшняя наша работа тоже говорит о том, что мы сегодня на парламенте обсуждаем именно эти темы. А до добычи нефти нам еще далеко. Дай Бог, чтобы мы до этого дошли вообще, потому что там есть много нюансов, все зависит, какие там будут запасы, есть точка безубыточности, стоит ли компания, которая потратила столько денег, может оказаться, что не стоит добывать, поэтому тут обсуждение только начинается. Я, конечно, желаю, чтобы наши запасы были настолько велики, что стоило бы начать добывать. По поводу экологии и туризма, совмещения, так сказать, тут однозначно
Смотрите, те страны, которые вокруг нас, которые занимаются разведкой, либо уже добывают, и другие собираются, это Турция, Болгария, Грузия. В принципе, эти страны тоже удачно занимаются туристическим бизнесом. И немалая доля их бюджетов именно составляет доходы от этой вида деятельности. На этом основании в самом деле глупо отказываться, нецелесообразно, я сказал бы, отказываться от дальнейшей добычи нефти. И самое главное, поступление в бюджет, Беслан Федорович сказал мысли, которые я поддерживаю. Дай Бог, чтобы мы до этого дошли. И тут никто не сомневается, что значительные будут поступления в бюджет. И, кстати, на все про все, и на те же экологические программы. В принципе, если дело дойдет до добычи нефти и потом эту экологию, как вы говорите, никто там не даст, как попало его добывать, это море общее вообще-то. Экология, что будет испорчена в Турции, что будет испорчена в Абхазии, наверное, испорченная экология в Абхазии в меньшей степени, может быть, угрожать будет Абхазии, чем испорченная в Турции, например, или в Грузии. Такое тоже может быть. Поэтому тут несколько обстоятельств. И дай Бог, чтобы мы до этого дошли. Поэтому дискуссия началась, никто ничего не скрывает, и мы начали обсуждение, и очень рад, что сегодня это происходит в парламенте. Я прочитал внимательно все эти документы. Я противник концепции разработки углеводородов, я имею в виду нефти и газа, сегодня, завтра и в ближайшую перспективу. Хочу объяснить в двух словах, почему. Во-первых, мне кажется, что экономика любой территории, любого государства имеет какие-то четкие приоритеты. В нашем случае, мне кажется, это рекреация, все, что с этим связано, возможно, аграрный сектор и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В Абхазии нас проживает 250 тысяч, я очень сомневаюсь, что нас когда-то будет здесь больше 500 тысяч. Да? Мне кажется, что тех ресурсов, которые у нас есть, при их правильном использовании, так же, как вы сейчас отстаиваете и творчески подходите к вопросам углеводородов, если также мы творчески и энергично будем подходить к этим вопросам, мне кажется, здесь вполне достаточно ресурсов, чтобы эту демографическую массу нашу более чем достаточно обеспечить. В этих условиях, как мне кажется, подвергать самих себя этим, есть выгоды и риски, да? Рискам вполне очевидным, без, на мой взгляд, четко ощутимых дивидендов, я думаю, это вообще выходит за рамки какой-то экономической, общечеловеческой логики. Бегу хватаю какого-то журавля, и мне кажется, что этот журавль меня здесь осчастливит в то время, как он может здесь все загадить. Да? Что касается журавлей и кто чего ловит, когда появляется предложение. Никого мы не ловим, Ахаевич. И ни абы-кабы не подходим к вопросам. Вы так озвучили. Особенно потому, что вы сказали, как я творчески озвучиваю свои вопросы. А потом вы говорите о том, что мы тут мирно пришли, все хотим добывать, как это было сказано тут раньше. Что касается развития на сегодняшний день. Может, вы знаете какую-то модель, которая без денег нам дает возможность построить свою собственную национальную экономику? Своя собственная национальная экономика только строится за счет собственных ресурсов. Понимаете? Или по привлеченным кредитам, дешевым, длинным. Сегодня у наших стратегических, это про экономику, у наших стратегических партнеров и тех, кто нас признал, и который может пойти на такие шаги, нет таких дешевых денег. И такие деньги не даются на длительный срок, чтобы развивать свою собственную экономику, производство, туризм, сельское хозяйство и так далее. А это, как правило, очень длинные и дешевые деньги. Если говорить о моем творчестве в этом вопросе, мое творчество заключается только исходя из государственных и национальных интересов. И мы тоже изучаем мировой опыт, поступление в бюджет или совместные проекты. Мы обязательно еще дополнительно будем изучать. И от вас, если будут предложения и ссылки на какие-либо примеры, которые существуют, пожалуйста, мы будем на них реагировать, смотреть и, безусловно, говорить с инвесторами или партнерами. Что касается российской финансовой помощи, она в основном адресная. И она, определяется не только по желаниям абхазской стороны, она согласовывается с российской стороной. Но мы давно имеем этот посыл, уважаемые господа.
с российской стороны. Речь идет об экономике. Пожалуйста, предоставляйте свои предложения. Мы будем оказывать содействие в привлечении инвесторов, то есть партнеров, или где 100% реализация проекта будет принадлежать не абхазской компании, не абхазским акционерам, или часть проекта будет принадлежать ввиду входа какими-то капитальными вложениями в совместный проект. Я считаю, что за этим перспектива собственных ресурсов, максимальной реализации собственного потенциала каждого человека, это я не первый день говорю, много говорил раньше тоже. Для того, чтобы могли 100% абхазские предприятия, местные предприятия развиваться. И чтобы мы могли им давать такую возможность. А такую возможность можем дать только исходя из собственных ресурсов, которые, к сожалению, у нас или их нет, или они очень мизерные. Поэтому я за национальную экономику. Абстанефт абшари, ауса дулари, макяназа ашарта асса палапфа агуана, гарашримаза атурхейт, а депутат Даур Аршби Рауль Хаджимби. У вас, по всей видимости, исходя из того, что я видел эти материалы, нет никаких просчитанных рисков, возможностей, какие прибыля будут от этого. Ничего у вас нет, кроме того, что вы соглашение это представили нам. Что касается так называемых исторических вопросов, о которых вы говорили. Я не меньше вас знаю ситуацию, связанную с проблемами нефтедобычи. Я сам лично встречался, будучи премьером, с руководителями Лукойла, результат которых был доложен тогда еще тогдашнему президенту. Я знаю, какая реакция была Владислава Григорьевича на это. Категорическая нет на все эти работы. И это было, наверное, верным тогда решением. Может, вы потом сможете обосновать, почему вы сейчас считаете это возможностью. Что касается той ситуации, я могу вас заверить, тогда больше попытки начать добычу нефти на нашей акватории, в нашей акватории по Гудаутской банке были связаны с некими интересами американской фирмы Анадарго с грузинами, которые пытались начать соответствующую разработку в Галской банке. И это больше носило политический характер, чем некие какие-то дивиденды для Абхазии и для той же России, для той же непосредственной структуры, которая представляла собой, как говорится, та личность, которая со мной разговаривала на тот период. Я могу даже назвать фамилию Челаянц, один из руководителей Лукойла. И могу вас заверить, что характеристики, те, которые тогда давались по нефти, были не самыми лучшими. И назывались, я еще раз говорю, попытки начать добычу нефти именно в контексте этих притязаний одной и другой стороны на некие, как говорится, возможности, которые складывались в тот период, к сожалению, в отношении Абхазии. Вы говорите о том, что добыть нефть и соблюсти все параметры экологической безопасности мы сумеем. Да вряд ли мы сумеем. Но здесь есть еще и другая сторона. Теперь, что касается добычи угля в Тхварчал. До сегодняшнего дня та добыча, которая проводилась практически открытым способом. Что касается шахтных работ, ни один из вас здесь сидящий больше меня не знает. Я занимался еще в советское время обеспечением безопасности работ по этим шахтам. Это самые критические по своему состоянию шахты по газу, по пыли и по воде. В советское время они были нерентабельны. Они были все шахты дотационные. Наверное, нужно четко понимать и отдавать себе отчет, на что мы можем пойти и что с нами может произойти в последующем. Никто не против того, чтобы был лишний рубль. Очень тронуло ваше выступление, особенно по историческим событиям, как оно было, кто как встречался, какие задачи ставились в то время и давались заключения высокие чиновники тех или иных нефтяных компаний. Но мы тогда были немножко в другом политическом положении. И, на мой взгляд, еще неопытного, предпринимателя, может, политика или как-то еще, наверное, все-таки там политика больше преобладала над экономическим или коммерческим интересом, или, то есть были еще дополнительные факторы, которые мешали этому процессу. Ввиду нашей непризнанности, ввиду того, что у той же компании «Лукойл» предприятие на территории Грузии, как вы себе представляете, встречаясь с компанией той, которая имеет интересы в вражеском для нас государстве,
говорит с вами о том, что давайте мы в Абхазии с вами будем чего-то добывать. Вот. Понимаете, вот такие нюансы могут быть. Я, честно говоря, я все знаю. Да. В остальном, честно говоря, то, что касается экологических норм, технических, технологических, жизненно опасных, еще раз говорю, мы не пойдем ни на какие риски, и вы, и мы. Нам нужна стопроцентная гарантия стабильности экологической и технологической. Говорит нам о том, что да, это рискованно, посмотрим. А то, что уголь был дотационным в советское время, Рауль Джунгаевич, цена на уголь была тогда другой. Поэтому давайте дадим возможность еще и нам, и министерствам, ведомствам поработать. И угольное место, то, что им предоставлено право, это не говорит о том, что они завтра встали и начали работать. Они должны предоставить технологическую, экологическую информацию. Где, еще раз говорю, вы прекрасно понимаете, зачем мы об этом столько говорим. Будете знакомиться, будете смотреть, привлекать независимых экспертов. Пожалуйста, мы же не враги самому государству. Но если есть такой шанс, то надо его попробовать реализовать. И речь идет пока о изучении и исследовании. Вот и все. Когда подтвердится объем, дай Бог, чтобы он был. И если будет возможность безопасно его извлечь и превратить это в что-то ощутимое, полезное, я думаю, вы тут наши союзники все вместе. Относительно экономического составляющего, политического составляющего, проблемы безопасности, проблемы демографии, экологии и так далее, связанные с возможными последствиями добычи нефти. Я уже говорю о добыче, потому что понятно, что если мы разведываем, и некие запасы есть, если есть фирма, которая ведет работу, естественно, обнаружив необходимые им запасы, обоснованные с точки зрения возможности их добычи, конечно, они начнут работу по добыче. Вот, коль мы переходим к этому вопросу, действительно, нам надо было изначально, наверное, обсудить вопрос, следует ли добывать нефть в Абхазии или нет. Да, мы тоже сторонники, я точно так же могу сказать, что я исхожу из интересов национальной экономики, из интересов национальной безопасности. Я такой же патриот, но это, извините, это уже не обоснование вопроса. Я в этом вижу, например, некие большие угрозы, чем выгоды из этого проекта. Объем инвестиций пока на изыскательские работы более миллиарда, если в полном объеме, то это будет порядка 3 миллиардов. И все эти деньги осядут в районах. Это только изыскательские работы и изучение недр. Вот, не говоря уже, но лицензия, понятно, что это разные понятия, и я когда зачитывал статьи, там было написано о том, что есть исследовательские работы, а разведка и добыча, они идут вместе у нас с вами в законе. Поэтому закон позволяет дать совмещенную лицензию, если предприятие за счет собственных средств и за счет предпринимательского риска, так скажем, идет на эти инвестиции в надежде, что там будет выявлено месторождение, далее, тоже в соглашении прописано, вы видели, да, с правом добычи. Но право добычи, Дауль Джунгаевич, я хочу, чтобы вы заострили внимание на одном, что право добычи предоставляется после государственной экспертизы, нашей с вами государственной экспертизы, экологической, технологической и всякой другой, которые мы будем давать, если вдруг состоится такое. Давать только, а может быть и нет. А может быть, это будут такие большие риски для Абхазии, которые, мы скажем, извините, нам такая добыча не нужна. Или будет качество нефти такое, которое не будет соответствовать никаким стандартам. И для того, чтобы его довести до товарного продукта, надо будет кучу заводов и фабрик еще построить. Вот и все. Всевышний нам дал такое место, где мы живем, и мы должны, наверное, ее беречь. Но то богатство, о котором мы говорим, сегодня находится у нас под ногами, когда сегодня немножко тяжеловато жить нашему народу, с большими недостатками, с большими проблемами, которые мы ежеминутно думаем о ней, и решить мы так быстро, наверное, его не сможем, но есть надежда, что мы поэтапно, шаг за шагом, придем к тому, что мы будем самодостаточны, богатые, и наш народ, и нашему народу будут завидовать, наверное, и европейцы. Дай Бог, чтобы такое время настало. Но что мне хочется больше всего сказать? Мне не безразлично сегодня мнение наших коллег, которые присутствуют сегодня здесь. Не спонтанно было решение это. Мы этот вопрос обсуждали в Очамчире, в Очамчирском районе, с депутатами нашими.
с депутатами местного самоуправления. Сегодня решение этого вопроса, я считаю, что она необходима и назрела. У нас в Очимчире, не сегодня, не вчера, уже прошло определенное время. Даур Джумкович, это не вашу бытность, по-моему, но бытность Сергея Васильевича была построена перерабатывающая фабрика, которая бы работала бы, была затея такая, которая работала бы на нужды Абхазии. Сегодня, если бензин стоит почти 35 рублей, если будет стоить 15 рублей, будет стоить 15 рублей, дай Бог, чтобы оно такое стало, наверное, это никому не помешало. Я сегодня хочу сказать еще буквально 2 слова. Мы все говорим о экологии, и это наипервейший вопрос. Но хочу еще подчеркнуть одно. Вы все прекрасно помните, вот Новороссийске, когда при Советском Союзе, в нашу бытность, наверное, мы все помним прекрасно, когда нельзя было туда заехать. Если постоишь полчаса, то, наверное, сантиметровая пыль ложилась на машину. На сегодняшний день поедьте, посмотрите. Могу привести много таких примеров. Навешая технология, я уверен, Беслан Федорович, что оно так и будет. И даже я считаю, что сегодня нашим экологам дать надо такую возможность. Ихние штрафные санкции, они минимальные и смешные, можно сказать, что если будет нарушение, чтобы руководитель организации, фирмы, та, которая сюда заходит, чтобы она почувствовала, как ее можно сильно наказать. Вот такие права, я считаю, нужно было дать нашим экологам. А мое мнение такое, что это лично мое мнение, мнение моих друзей, мнение с теми, с которыми я разговаривал. Сегодня наши районы практически, кроме 2 городов, они депрессионные. Мне неудобно говорить это слово, и мне обидно, что они депрессионные. Если мы будем все самодостаточные районы, то мы все вместе сделаем великое дело. На самом деле, после признания, как говорил Беслан Федорович, раньше была другая ситуация, на мой взгляд, и там вставали остро политические вопросы. И после нашего признания нам нужно более интенсивно направляться в этом русле и искать инвесторов, привлекать их для того, чтобы извне инвесторы чувствовали, что здесь есть экономическая безопасность, здесь есть защита инвестиций. У нас в государстве, не буду говорить об этом много, достаточно проблем, которые необходимо было решать еще вчера, необходимо решать сегодня. Здесь появляется реальная возможность. А я, как понимаю, Беслан Федорович, отвечая на этот вопрос, говорил, что речь идет о разведывании, да? Там будут дополнительно ставиться вопросы касательно экологии, касательно технических моментов. И в случае того, что мы понимаем, что государство обладает всеми рычагами, даже по окончанию исследовательских работ, рычагами управления, когда она может ставить ряд определенных условий для того, чтобы, допустим, не допустить тех нарушений, которые в перспективе могут возникнуть. Я считаю, что это вещь полезная, ей нужно подробно заниматься. Подробно заниматься это не значит только исполнительной властью. У нас предусмотрено взаимодействие ветвей власти, и мы должны совместно смотреть и заниматься этим вопросом. Ту же воду, что вы пьете, это то же самое. Авадхар, это то же самое недра, щебень, которые добывали, то же самое выделение горных выработок под какие-то камни, это то же самое недропользование. Вопрос и о законе, и о действиях правительства, парламента встал, потому что нефть это немножко другое, правильно тут сказали, это и политика, это и экономика, это и экология, поэтому действительно я сам лично рад, что такая встреча состоялась, люди высказали свои соображения, свои сомнения, свои предположения. Я думаю, что действительно над этим надо работать. Вот единственная просьба, давайте все эти вопросы решать совместно, сидеть, снимать все возникающие вопросы. Вот так, если мы встретимся, даже чуть-чуть горячо друг другу будем говорить, лучше мы здесь будем говорить, и здесь будем решать эти вопросы. Я думаю, что это будет на пользу делу. Вопросы, которые мы сегодня с вами поднимаем на сегодняшний день, они носят 2 стороны. Одна ее законность, а второй вопрос – это этика. Законность заключается в том, что участки, которые были определены для работ
тех или иных компаний должны выделяться без решения соответствующего парламента или нет? Вы говорите, исполнительная власть говорит, да, а мы говорим, по закону вы неправильно делаете. Это не задача депутата выстраивать стратегию, определять краткосрочные и долгосрочные программы развития Абхазии, ее экономически. Это задача исполнительной власти. По закону вы должны представлять эти документы, а план социально-экономического развития, который вы делаете с Россией, это составная часть. Уважаемый Заур Артемович, значит, что касается экономического развития, программы, цели, задачи развития, значит, я был свидетелем вашего выступления здесь, когда вы нам демонстрировали, иллюстрировали внешний, внутренний платежный баланс и все остальное. Вы все прекрасно знаете, насколько это все непросто, потому что надо проводить республиканский аудит, это тоже больших денег требует. Программу изучения геологических недр тоже требует серьезных денег, а бюджет без вас никто не принимает, здесь это происходит, в этих стенах. Определение стратегии развития давно определено, это не новость. И понятно, что нам надо развивать туризм как локомотив. Вы тоже сами, как говорится, не раз об этом заявляли. И все, что несет за собой этот мультипликативный эффект. Я еще раз повторяю, что мною движет, это организация собственного ресурса. И это движет не только членов правительства. Я думаю, многих граждан Абхазии, которые хотят просто прийти и на развитие своего бизнеса взять какие-либо деньги. Не за те проценты, которые сегодня предлагаются, а совершенно другие, за дешевые, чтобы можно было реализовать свой проект за 5-10 лет. А мы эти ресурсы сегодня взять не можем. Апсны хабр хатарнак шалархуна излашалю за зараква рз алкааква qarцей жуларезера а парламент хайлаква архатарнак ша. Я хочу высказаться в поддержку данного проекта. Меня как гражданина в первую очередь в этом вопросе, конечно, волнует вопрос экологической безопасности. И я бы просил, чтобы, если нужна какая-либо помощь со стороны парламента, я лично буду вас поддерживать, чтобы это был строгий контроль. Если говорить о перспективах, конечно, в перспективе развития нефтегазового отрасли, нефтегазового сектора нашей экономики даст возможность создания новых рабочих мест. Это поможет нам развивать инфраструктуру. Конечно же, это увеличит доходы в бюджет нашей страны. По моему мнению, вы здесь слышали мнение Гурама, он сказал, что он поддерживает. Я не могу однозначно сказать, как я отношусь к этому вопросу, но я считаю, что этот вопрос еще не готов. Это мое мнение. Если мы разумно подойдем к этому вопросу, а я вижу, что стремление к этому есть, то, наверное, мы к чему-то придем. Судя из того, как мы подходим к этому, и Ислам Федорович нас заверил в том, что экономическая составляющая других стран будет изучена, подход будет более правильный к этому вопросу. Давайте посмотрим, что из этого в дальнейшем получится. Экономический рывок и этим не использовать этот момент, я считаю неразумным. Поэтому благодарю всех за участие. Апснапыза министри хатабой бислан эшба, а депутатша и табу праху язгвейти, а республика Джамакяна анефтуку икаму айлкаара аззаара шаку икгуло. Действительно хотим от души поблагодарить, что пригласили. Мы стараемся действовать корректно во всех отношениях. Я думаю, что не стоит сомневаться и в нашей порядочности в этом плане, какие силы и ресурсы мы хотим использовать во имя реализации данных проектов. Еще раз, говорить о том, что нефть есть в Абхазии, пока рано. Речь идет об изыскательских работах. Когда придет время изучить эти документы и давать под ним экспертное заключение, я думаю, что это не год, два, три, не такие ближайшие перспективы. Да? Поэтому я думаю, что к этому времени мы тоже чего-то изучим, наверное, какой-то мировой опыт. Но то, что это даст серьезный толчок, как было сказано уже здесь раньше, да, и даст хорошее подспорье нашему развитию, я думаю, не стоит в этом сомневаться. Одно могу сказать, мы готовы к дискуссиям, открытым и закрытым в том числе. Почему хочу сказать закрытым? Не потому, что мы что-то хотим скрыть, потому что мы говорим с депутатами и с теми людьми, у которых есть доступ к информации. Эта информация, она не закрыта. А вот каким образом будем пользоваться мы своими недрами, нашим недругам, которые нам так и не хотят дать возможность развиваться,
пока не стоит об этом знать. На этом, я думаю, что стоит поставить точку, и когда будут понятны механизмы добычи, объем инвестиций, окончательная цифра, там, глубина залегания, если, дай Бог, оно будет, да, и какими силами и средствами мы хотим защитить этот проект, вот это можно делать кулуарно в стенах парламента и правительства. Не потому, что хотим что-то скрыть, дабы нам не помешали внешние силы, потому что таких сил, как известно, немало, которые нам создают всяческие проблемы на разных международных площадках и в переговорных процессах, и которым не интересно наше развитие.